Международный центр по подготовке силовых структур растет буквально на глазах. Работы здесь не прекращаются ни на минуту. Да и за тем, как из-под земли вырастает не имеющий аналогов в мире объект, круглосуточно следят камеры. Чуть позже они и покажут, что было и что стало, чтобы результат был виден, как говорится, налицо. Сегодня Рамзан Кадыров ознакомился с ходом строительства. Первая гордость – закрытый стрелковый комплекс из 6 галерей. Он будет работать 365 дней в году. Кстати, 3 галереи будут построены согласно всем международным требованиям. Это необходимо для проведения чемпионатов России и Европы по стрельбе. В одном крыле это полностью под тир, под оружейную мастерскую, под склад для хранения оружия, боеприпасов, под все военное имущество. Дальше у нас будут коммуникации, то есть все, что чем будет жить центр, все будет заложено. Тир где? Вот здесь вот, шеф. Вот это все тиры. Вот это вот все. А самый длинный? Самый длинный тир, их у нас будет всего 6. Самый длинный подземный, он будет 75 метров. При высоте 10 метров. О. То есть мы сможем там тренировать 2 уровня ставить. То есть в этих всех холмах. То есть там мишени будут такого типа, что они будут там из-под земли выезжать. Они будут с деревьев там вылазить, будут выглядывать, будут ездить. Для подготовки чеченских бойцов учтено абсолютно все. В планах дайвинг-центра именно 5-метровый бассейн и 25-метровая чаша, которая может менять глубину собственного дна. Часть вот бассейн. И вот здесь вот очень долго думали, как сделать рабочую группу. Вот они по-всякому по-разному. Здесь вот именно в этом месте у нас будет глубоководная чаша, которая 25-метровой глубины. Вот здесь. Нашли решение тем, что забивают сейчас сваи, и то есть сваями обкладывают, и потом будут вырывать. И здесь вот, то есть, вот эта чаша, она будет находиться как раз вот здесь. Все остальное это будет бассейн. Вот, то есть они идут последовательно, сейчас они вот здесь вот зальют, и потом уже будут здесь работать. Это как бы вот одно из самых таких вот сложных мест, и аналогов такому вот нету еще. Поэтому вот приняли решение сейчас и вот работать. Возможности этого центра безграничны. Здесь можно будет проводить десантирование, подготовку в условиях лесного массива крупных городов на стадии строительства и 20 открытых галерей для гражданских военных специалистов. Спецэффекты, шумы и дым к ним, как говорится, прилагаются. Здесь все, что угодно. Отработать вообще все, что угодно. Причем, шеф, спланировано так, что у нас вот там вот будут специальные заезды. То есть будут въезжать машины для того, чтобы там, боеприпасы разгрузить, загрузить, там что-то там, чтобы... Заезд специально, то есть машина прямо будет внутрь заезжать, все, чтобы аккуратно было. 6 галерей, да? Да, 6 разных. И вот, шеф, можно сказать? Те стены, которые я говорил, то есть мы вот это именно под военных специалистов. То есть здесь сделано таким образом, что вот, у меня уже в планах есть, чтобы у нас здесь будут дымы, здесь будут очень шумовые серьезные завесы, стробоскопы висеть, чтобы тренировать наших специалистов во всех условиях. Здесь можно будет залазить, слазить, спускаться. Огромную работу провели, да, за это? Несколько месяцев. Очень много же. И Сатум Хаджи постарался. Тактический город – это целый комплекс. Там будут смоделированы жилые дома, чтобы максимально обучить ликвидации бандитов в частном секторе. А также учтены ситуации с захватом самолетов, кораблей, наземного транспорта. Высотная подготовка, например, беспарашютное десантирование – это спуск на канатах и скалолазание. Здесь еще построят 8-этажное высотное здание. Мерам безопасности нам нужно сделать такой угол, чтобы даже если случайно пуля вылетит, чтобы она безопасна и не без всяких там последствий она могла у нас приземлиться. То есть здесь вот эта дамба закончена. Вот тут, где идет дорога, и искусственное озеро будет граничить с тактическим городом. То есть здесь у нас будет водная, подводная подготовка, мы занимаемся. Еще будем углублять чашу для того, чтобы вот эти вот здесь подводные скутера военные, вот на них будем учиться для минирования, разминирования объектов, штурмы катеров, освобождения от пиратов, то есть все абсолютно тематики. А здесь вот сейчас уже начинают строить здания. Одно будет у нас, это школа, кинотеатр, офисное здание. То есть, и там будут стены по-всякому, по-разному меняться, для того, чтобы мы любой сценарий могли отрабатывать. Освобождение заложников в любом административном здании. А дальше вот это вот будет у нас жилой дом, вот там вот, он будет 4-этажный. Причем квартиры будут расположены таким образом, что мы можем делать и однушку, двушку, трешку, 4-комнатную квартиру. Двухуровневую квартиру, то есть там тоже все будет абсолютно меняться. И самое главное, что мы там будем работать с боевой стрельбой. Это самое главное.
Да, чтобы людей, Ну, привыкли, да. чтобы люди привыкали. Если холостые там, то и потом это все равно психологически надо. Да, чтобы они понимали, какой там шум, какая пыль летит. Рамзан Кадыров у Даниила Мартынова интересуется, каким образом будет укреплен берег для создания искусственного озера. Надо что-то на деревья посадить или что-то укрепить там. В последующем это будет Осыпаться. осыпаться. Шеф, вот здесь у нас будет кинологическая служба. Собаки. Здесь же главе республики демонстрируют вертолет. Они уже старые, для полетов негодные, зато для проведения учений подходят наверняка в тесноте, в приближенных к реальности условиям. Рамзан Кадыров дает поручение, чтобы на нем были изображены российские и чеченские флаги. Активными темпами идет строительство и вертолетной площадки. То есть сейчас они уже скоро выйдут на нулевой уровень. И тогда уже можно будет впервые заключаться тот договор, который мы планировали с чехами, чтобы они уже привозили нам сюда оборудование, и мы двигались дальше. Вот, то есть у нас сейчас осталось примерно, вот им работает до нулевого цикла примерно еще месяца полтора. Вот, и можно будет уже закупать оборудование, для того, чтобы монтировать дальше и выравнивать дальше. То есть здесь, шеф, планируется, вот там вот с правой стороны будет парковка для гостей, для наших, чтобы они не проезжали на ту парковку, на внутреннюю, ну, чтобы разделять потоки туристов, спортсменов и военных. Вертолетная площадка планируется вот здесь вот наверху, сверху. Здесь вот, цокольный этаж, они уже вот, подвал залито, шеф, залито на сегодняшний день порядка 20 тысяч кубов бетона. Да, вот сейчас залито. Объем, конечно, огромный. Уже, если спуститься вниз, можно уже увидеть сейчас стрелковые галереи, которые будут закрытого тира. Да, такие высокие, большие. Рамзан Кадыров здесь же дает поручение. Необходимо создать макет горной части республики. Это необходимо для принятия быстрых решений в случае чрезвычайных ситуаций. И еще построенный центральный штаб силовых операций позволит координировать действия сотрудников силовых структур. Также благодаря видеоконференции можно будет связаться со всеми полками и отделами РОВД. Вот здесь, в центре, примерно макет. Макет. Вот как есть сегодня наши горы, как есть леса, как есть город полностью. Что вот стоит Веденский район? Это гора там, ущелье все. ущелье, Это дорога, реки. Как ты уже идешь, мы не говорим, что у нас сегодня опасно. Но на всякий случай мы должны знать местность, и мы должны управлять. И посмотрел, сейчас как накатывать трудно бывает. И трудно, и она бывает нереалистичной настоящей. Там видеоконференция, нажал на кнопку, там будет электронная карта, и плюс можешь там все РОВД, все спецподразделения будут полностью лучшие камеры. Там все РОВД новые стоят камеры, вот, полностью я нажал на любую кнопку, все, и единый сигнал. Шеф, тогда у нас не то, что какой-то там грязный шайтан, у нас букашка не проползет. А если проползет, мы будем знать, где она находится. Международный центр по подготовке силовых структур на самом деле проект масштабный. Ведь, как говорится, не отрываясь от производства, здесь будут не только учиться, но и жить. Помимо военных специализированных объектов, здесь будет и жилая зона. Не имеющая в мире аналогов центр обещает стать первым и в ближайшее время единственным. Алевтина Ванадыкова, Рузана Веселаева, Дагмар Касаева и Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.